Сперва металлодетектор, затем электронный термометр. Первым в субботнее утро на свой избирательный участок пришел Василий Шахразиев. Вместе с семьей вице-премьер проголосовал в 3-й Казанской гимназии. Бросая бюллетень в урну, отмечает, что важно лично для него. Радует то, что когда я получил бланк бюллетеня, в нашей республике она распечатана на 2 государственных языках, на татарском и на русском. Повсюду социальная дистанция, на входе маски и перчатки. Все процедуры бесконтактные. Сделав свой выбор, избиратель бросает бюллетень в урну и идет к выходу, чтобы свести контакты людей к минимуму. На избирательных участках выход в другом конце здания. Участки республики открылись в 8 утра. Не дожидаясь конца недели, отведенной для голосования, свой выбор за поправки сделала и председатель Русского национально-культурного объединения Ирина Александровская. Тот человек, который не высказывает гражданской позиции, это человек, который ждет от кого-то и что-то. А ведь все зависит от нас. От нашего мнения, от нашей позиции, от наших поступков. Не стал ждать в Челнах депутат Госсовета Олег Коробченко и отправился на участок. А в Казани в 51-ю школу пришел Рифат Ганибаев. Сохранение тех ценностей, которые сегодня есть в социальном развитии нашего государства, говорит о том, что эти ценности будут укрепляться и будут развиваться далее, в том числе и в отношении инвалидов. Чтобы сделать свой выбор, у татарстанцев еще есть время. Предварительное голосование проводится до главного дня, 1 июля. Рамиль Галюлин, Вадим Илларионов, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.